Студент представился больному и объяснил о манипуляции, которую он хочет провести. После обработки рук надел резиновые перчатки. Подготовил нужные инструменты. Лобный рефлектор, носовое зеркало, источник света. Посадил пациента напротив себя, справа от столика с инструментами. Источник света расположил справа от пациента на уровне 10-15 см от его ушной раковины. После надевания лобного рефлектора направил пучок отраженного света на нос обследуемого на расстоянии 20-30 см от исследуемого органа. Осмотрел наружный нос, его форму, наличие деформации. Большим пальцем правой руки приподнял кончик носа и осмотрел преддверие носа и кожу в этой области. На ладонь левой руки положил носовое зеркало клювом вниз. Большой палец левой руки положил сверху на винт носового зеркала. Указательные и средние пальцы снаружи на браншу. Клюв носового зеркала в сомкнутом виде ввел на полсантиметра в преддверии правой половины носа больного. Правая половина клюва носового зеркала находится в нижнем внутреннем углу преддверия носа. Левая в верхнем наружном углу преддверия у крыла носа. Указательным и средним пальцем левой руки нажал на браншу носового зеркала и раскрыл правое преддверие носа так, что кончики клюва носового зеркала не касались слизистой оболочки носа, носовой перегородки. Осмотрел правую половину носа и отметил, что в норме цвет слизистой оболочки должна быть розовой. Поверхность ее должна быть гладкой. Носовая перегородка должна располагаться по средней линии. Носовой раковины с носовой перегородкой не должно соприкасаться, и общий носовой ход должен быть свободным. Не полностью сомкнув бранш носового зеркала, вывел его из носовой полости. Отметил, что осмотр левой половины носа производится аналогично.